исполкоме прошла общегородская планерка. Усилить работу аварийных бригад 24/7. Отопление запущено во все многоквартирные дома. Система работает в штатном режиме. В Альметьевске прошел форум здоровья. Здоровье – это важно. Это, наверное, самое основное, что человек должен, поддерживать. Ультразвуковой массаж, правила здорового питания, телесные практики. Альметьевцы искали формулу здоровья. Во Дворце культуры Невче прошел концерт ансамбля «Ялкын». Артистки подготовили программу из народных татарских песен и произведений местных авторов. 400 скоб для блиндажей за рабочую смену. На один блиндаж уходит в районе 30 скоб. Волонтеры Лениногорска и Бугульмы отправили 14 тысяч изделий в зону СВО. Это новости Юго-Востока. В студии Арина Посредникова. Здравствуйте. В Альметьевске отопление запущено на 100%. Об этом на общегородской планерке сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Сегодня тепло подано в 1034 многоквартирных дома. Работа идет в штатном режиме. Но нужно быть готовыми к любым аварийным ситуациям, отметил Нагуманов. Усилить работу аварийных бригад 24/7. Вот я отдельно поднимать не буду каждого, но все экстренные наши службы, сетевики, все ресурсники, коллеги, аварийные бригады должны быть готовы к реагированию 24/7. В связи с проведением в республике международного саммита БРИКС жители Татарстана просят быть бдительными. В целях безопасности нужно обращать внимание на людей, желающих купить средства слежения и наблюдения – квадрокоптеры, бинокли, фотоловушки, GPS-трекеры, если в этом нет профессиональной необходимости или личного хобби. Просящих под вымышленными предлогами принести неизвестные предметы, изучающих общественные объекты с большим количеством людей, на подозрительные предметы или бесхозные сумки, которые находят на стоянках, остановках, в торговых точках, подъездах, подвалах, чердаках, в местах скопления людей, на регулярные сборы группы людей в отдельно взятой квартире. Также следует внимательно отнестись к тем, кто снимает квартиру на короткий срок в этот период. О любых подозрительных людях, которые предположительно могут готовить или совершить диверсионно-террористические акции, правоохранительные структуры просят сообщить по телефонам, указанным на экране. В Москве проходила 26-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Кроме экспозиции, форумов и встреч, там прошло и награждение победителей отраслевых конкурсов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Среди дипломантов есть и альметьевцы. Бронзовая медаль была присуждена Альметьевскому районному государственному ветеринарному объединению за совершенствование лабораторно-диагностической базы. Если на березе еще есть листья, снег выпадет не скоро. Это одна из примет, в которые верят люди. Наши предки веками наблюдали за явлениями природы, чтобы предсказать, какой будет зима. Прогнозировали холодный сезон по количеству урожая, дождей, рябины. Сегодня, 21 октября, отмечается День осенних примет. Наша съемочная группа вышла на улицу, чтобы выяснить, верят ли жители Альметьевска в знаки природы. А вот Покров день, пришлось там на какой-то день, сказали, суровая зима будет. А вы верите в осенние приметы? Ну, сейчас и климат меняется, так что когда совпадает, когда нет. Верю, потому что я вчера мыла подъезд и пришлось поубивать пауков. И дождик у нас в Мактаме. Вот, приметы уже говорят, что пауки к дождю. Не знаю, у меня сбывалось, когда загадывала что-то. Раньше верила, сейчас не знаю. А почему? Потому что сейчас климат изменился очень. Поэтому раньше было, если это жаркое, значит зима будет холодная. Если дожди, значит снежная. А сейчас все поменялось, так что... Не знаю, у нас всегда зима холодная. Еще теплую зиму не видел. Я не знаю, вроде всегда совпадают все приметы. Проверяли? Ну да. Но я сейчас так вам не скажу, но вообще мы суеверны. Альметьевцы искали формулу здоровья. Одноименный форум прошел в Центре психологической поддержки НУР.
40 специалистов от нутрициологов до игропрактиков провели для желающих лекции и мастер-классы об основах ЗОЖ. На встрече побывала и наша съемочная группа. Ультразвуковой массаж попробовали на себе посетители форума «Формула здоровья». Методика физиотерапии воздействует на организм ультразвуковыми волнами определенной частоты. Такой массаж ускоряет обмен веществ в коже, улучшает снабжение кислородом клетки и помогает бороться с отеками. Проводишь по телу полностью, по больным точкам, и он расслабляет мышцы. Кроме массажистов, альметьевцам помогали вывести формулу здоровья нутрициологи, эндокринологи, психологи, игропрактики. По мнению организаторов, встречи жителей города и специалистов нужны, чтобы гармония была во всех сферах жизни. В обществе тема здоровья, ценность здоровья, она очень упущена. Продается все, что угодно. Людям ставят разные цели, достигать много успеха, зарабатывать деньги. Но упускается самый главный фактор, благодаря которому это все возможно. Это здоровье. Эксперты уверены, чтобы оставаться здоровым, нужно правильно питаться. Спикеры рассказали, как составить сбалансированный рацион, легко на него перейти без финансовых потерь. Живая кухня татарская, суп-лапша, треугольники, то она имеет место у нас быть, потому что это у нас передалось поколению. Для нас это нормально. Вот. Если брать кавказские страны, у них там очень много бобовых продуктов, хумусы, да, то есть для них это нормально. Но если мы так будем есть бобовые, у нас станет переваривание, правильно? Поэтому едим то, что свойственно нам, местные продукты, то, что прорастает, так скажем, на нашей местности. За здоровьем и, в частности, за питанием нужно следить не только взрослым. Опасно детское ожирение в том, что это переходит в различные заболевания. И мы думаем, что полнота – это не так страшно. На самом деле это очень страшно, потому что это ведет к новым заболеваниям, таким как сахарный диабет, повышенное давление. И эндокринологи тоже говорят о том, что щитовидка, начало щитовидки лежит именно тоже в ожирении. Начать правильно питаться альметьевцам предложили прямо на форуме. В коридорах работала ярмарка, на которой можно было приобрести полезные десерты. На встречу пришли и те, для кого ЗОЖ – норма жизни. Одна из них – Елена Петрова. Женщина – мама 2 детей. Старшему 19 лет, младшему 14. По примеру родительницы, они правильно питаются и занимаются спортом. Здоровье – это важно. Это, наверное, самое основное, что человек должен поддерживать, иметь. И это то, что без чего мы не можем. Всего на форум прибыли 40 специалистов из Альметьевска и соседних городов. Встреча прошла в Центре психологической поддержки НУР. Елена Бауэр, Антон Николаев, новости Юго-Востока. Главные события города, района и всего Юго-Востока Республики есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнавать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в WhatsApp. Это еще не все новости. Вернемся после короткого перерыва. И вот о чем расскажем в следующей части. В ДК «Невче» прошел концерт ансамбля «Ялкын». Артистки подготовили программу из народных татарских песен и произведений местных авторов. 400 скоб для блиндажей за рабочую смену. Волонтеры Лениногорска и Бугульмы отправили 14 тысяч изделий в зону СВО. Идея включения шахмат в уроки. Открытые уроки и мастер-классы. Выставка подделок «Как прошла шахматная конференция в Лениногорске». Благодарные жители одного из многоквартирных домов выдали премию дворнику. Жильцы 70-го дома по улице Гафиатуллина узнали, что ему задерживают зарплату, и решили отблагодарить ответственного за чистоту придомовой территории. Один из жителей пришел домой к Рахиму, так зовут дворника, и вручил ему денежную благодарность. В ответ мужчина поблагодарил жителей за помощь и отметил, что жители всегда уважительно относятся к нему и здороваются. В ДК «Невче» прошел концерт ансамбля «Ялкын». Группа подготовила для зрителей программу из произведений местных авторов и национальных песен. Коллектив ищет новые формы традиционного звучания. В зале почти не было свободных мест. Среди зрителей оказалась и наша съемочная группа.
На сцене вокальный ансамбль «Ялкын». Артистки подготовили программу из народных татарских песен и произведений местных авторов. В основном составе группы 12 солисток. Ансамбль существует 5-й год. Появился он по инициативе Юлии Бондаренко. Мне кажется, это очень красиво, когда люди собираются и могут разложиться, и прям по голосам, как раньше, у нас за столами собирались родители, пели, многоголосие, это звучало со всех сторон. Это на самом деле очень красиво. Для исполнительниц музыка стала межнациональным языком. Не все, приходя в группу, хорошо знали татарский, но это не стало преградой для совместных выступлений. Юлия Бондаренко ищет и предлагает новые варианты национального пения. Не все, например, я чисто по-татарски делаю. Сейчас у нас такая возможность есть в наше время современное, что можно разложиться по-разному, миксовать всякие направления. Но когда ты это все притворяешь, в принципе, получается очень интересно. Я предлагаю новую форму посмотреть, как можно, например, сделать в татарском пении. Может быть, не совсем татарское, но все-таки это ближе сейчас к современным реалиям. Поддержать артисток вышли на сцену творческие коллеги. Звучали и инструментальные номера. А главные героини вечера сменили костюмы и вернулись на сцену. Валентина Волкова – непреданная фанатка коллектива, но завсегдатай культурных событий города. Концерты, спектакли, фестивали – ничего не останется без внимания Валентины Васильевны. Пенсионерка живет в Альметьевске с его основания и все эти годы занимается творчеством. Клуб Горького. Вот я в этом клубе Горького пела, сама пела. Там танцевала всегда. И сейчас мы ходим на танцы. Всегда хожу, почти не пропускаем. На концерт ансамбля пришло немало любителей национальной песни. В зале почти не было свободных мест. Елена Бауэр, Антон Николаев, новости Юго-Востока. Волонтеры Лениногорска и Бугульмы отправляют в зону СВО походные бани, печки-буржуйки, скобы для блиндажей и составные части беспилотных летательных аппаратов. Изготавливают все эти необходимые для бойцов предметы на одном из предприятий Бугульмы. В связи с наступлением холодов печи особенно необходимы военным для обогрева блиндажей, сушки одежды, приготовления и подогрева пищи. С начала спецоперации таких печей изготовлено уже более 500. В использовании такая печка очень проста. Ее ставят в блиндаж, выводят трубу наружу и топят дровами, рассказывают волонтеры. Рядом кипит работа по изготовлению металлических скоб для строительства блиндажей. Эти скобы нужны для того, чтобы делать блиндажи. На один блиндаж уходит в районе 30 скоб. За рабочую смену изготавливается свыше 400 скоб, а за все время оказания помощи бойцам СВО предприятиям изготовлено свыше 17 тысяч скоб. В мастерской по изготовлению комплектующих к беспилотным летающим аппаратам работают 3D-принтеры. Здесь изготавливаются хвостовики, сбросы и другие приспособления для повышения эффективности российских дронов. По заявкам с СВО от ребят создали телеграм-канал, на который присылают они заявки по изделиям тому, что им нужно. Здесь их распечатывают и отправляем гуманитаркой. Более 14 тысяч изделий уже изготовлено и отправлено в зону СВО нашим бойцам для успешного выполнения боевых задач. Обучаться новому делу волонтерам приходится на ходу. А обучаемся мы прямо здесь, на месте. То есть распечатывают с интернета все схемы, как сборки и всего остального. Мы здесь все собираем на ощупь, руками. Просто смотрим, как это выглядит. Есть схемы определенные, плюс по подключению вот ребята паяют. Все это есть в доступе. Автомеханики предприятия и другие специалисты дорабатывают машины, предназначенные для отправки на СВО, приваривая к крышам машин так называемые козырьки. Такие крышебойные машины вполне могут спасти тех, кто находится внутри, от кассетных снарядов, мин и осколочно-фугасных снарядов. Когда дрон противника скидывает какие-то снаряды,
Эта оснастка защищает машину от взрывов. В зону СВО отправлено свыше 30 единиц боевой техники, оснащенной подобными козырьками. К моменту выхода в свет этого сюжета очередной гуманитарный груз от волонтеров из Бугульмы и Лениногорска уже доставлен бойцам СВО. Эльмира Гореева, Роман Богатов, Аниса Мельникова. Новости Юго-Востока. В Лениногорске состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Шахматы в общеобразовательных школах России и Республики Татарстан». Форум был возобновлен после двухлетнего перерыва. И он не мог просто прийти домой, да посмотреть мультики, или же поиграть за компьютер. Ведь тогда не было ни телевизора, ни магнитофона, ни любой другой техники. Идея включения шахмат в школьные уроки зародилась 7 лет назад в гимназии номер 11. Сейчас проект реализуется во всех лениногорских школах и по всей республике. Проект поддерживает уроженка Лениногорска Эльвира Уманская. Она является мастером ФИДЕ по шахматам и основательницей собственной школы в Москве. Это же интеллектуальный вид спорта, да, там много, вот там таких кодов много в шахматах, которые они вот правильно показывали дети сегодня, что эти коды только умный человек увидит. Вот если ты умный человек, ты такие вещи видишь, там вот просто космос, откровенно говоря, в этих шахматах помогает в жизни, вот знаете, как за здрасте. Работа конференции проходила в 4 группах. В ней приняли участие 16 педагогов из 6 городских, 1 сельской школ и Дома детского творчества. Учителя начальных классов рассказали, как с помощью шахмат можно помочь детям в изучении школьных предметов. Они провели открытые уроки и мастер-классы, показали музыкально-литературные представления с учениками. У входа в гимназию была представлена выставка «В мире шахмат». Взору открылись удивительные экспозиции шахматных поделок. Куклы, шахматные фигуры и доски. Все это – результат совместного труда родителей, детей и педагогов. Шахматы – это не только увлекательный досуг, но еще и развитие логического мышления, абстрактного мышления. Ребенок начинает нестандартно мыслить, он начинает по-другому подходить к решению каких-то вопросов. Многие дети, которые посещают помимо шахмат еще какие-то дополнительные кружки, типа спорта, это бокс, хоккей, футбол, то тренера говорят, что этот ребенок лучше занимается даже в этом виде спорта, потому что он привык принимать нестандартные решения. Участники получили грамоты, сертификаты от Министерства образования и науки Татарстана, Центра интеллектуальной культуры и спорта города Москва. А еще опыт и стимул для дальнейшей работы. Наталья Лакомкина, Роман Богатов. Новости Юго-Востока. Теперь расскажем, какой будет погода в городах Юго-Востока в ближайшие сутки. Во вторник, 22 октября, в Альметьевске будет пасмурно. Вечером возможен дождь. Днем за окном будет плюс 10 градусов, ночью плюс 4. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В Азнакаево, Бавлах, Бугульме, Заинске и Лениногорске прогнозируется облачная погода, местами возможны дожди. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 10, плюс 8 градусов. Ночью будет плюс 1, плюс 4. Ветер западный, юго-западный до 9 метров в секунду. Если не успели посмотреть выпуск сначала, заходите на наш сайт или на YouTube-канал. Там запись появляется сразу после выхода в эфир. Пишите в комментариях вопросы, пожелания к новостям. Для нас важна обратная связь. Также подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы есть везде. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Арина Посредникова. До встречи в эфире.